Петр подходит к учителю со словами: «Будь милостив к себе, да не будет того, что ты говоришь с тобой. Будь милостив, как будто бы избери свой другой путь. Тебе это можно, ты можешь». Этот голос начинает говорить изначально внутри самого человека. Этот голос Петр обращает наверняка и к самому себе, а потом уже переносит его на своего учителя, может быть, даже этого не сознавая. Так мы следуем пути Петра, точно так же сами себе говорим: да не будет с тобою такого, пусть жизнь будет какой-то другой, приятнее, проще, яснее. А что проще, мир сам подсказывает. Проще следовать такими прямыми путями, казалось бы, которые прямо только в глазах мира сего, но не в глазах Божьих. А Божья прямота, она в том, что избирает Иисус, в том, чем Он заканчивает сегодняшнее евангельское чтение, слова про крест, слова, которые пугают, но которые открывают этот самый прямой путь. И, собственно, выбор один: пить чашу Господню или пить чашу бесовского, о которой говорит сегодня и апостол. Эти два пути извечный выбор человечества: путь жизни и путь смерти, путь божественный или путь того, кто ему противоречит. А выбор за человеком, как говорят отцы древние: «Сын мой, выбери путь жизни». Аминь.